автобусы и троллейбусы. Сложные термины простыми словами и с яркими картинками в руках. Так сотрудники Коммолодежи совместно с инспекторами ГИБДД объясняют малышам правила дорожного движения. С 1 сентября каждодневный маршрут у детей снова изменился. Дом, школа, дом. Он прежде всего должен быть безопасным. Гости урока разъясняют учащимся основные правила поведения на дороге, которые они должны знать на зубок и строго соблюдать. Сегодня каждый школьник должен знать, что улица очень опасна для того, кто не умеет правильно по ней ходить. Но тот, кто твердо знает и точно выполняет строгие правила дорожного движения, может не опасаться даже самой быстрой машины. Правило номер 1. Пешеходы должны ходить только по тротуару, придерживаясь правой стороны проезжей части. В классе это знает каждый. К примеру, Марьям выучила все самые важные правила и с легкостью делится своими знаниями с одноклассниками. Сегодня на уроке мы сделали вот такой пешеходный знак, который обозначает: переходи дорогу только по пешеходному переходу и на зеленый свет, а то если пойдешь на красный свет, то тебя сбьет машина. Цель мероприятия – снижение числа ДТП с участием детей. Внеклассный урок «Безопасный путь от дома до школы» под таким названием проходит эта акция. Помню, в детстве нам вот в школе такую акцию проводили. И что мне тогда еще запомнилось, когда я перехожу дорогу, смотри сначала налево, потом смотри направо. Я вообще думал сначала, почему именно так, почему сначала не направо, потом налево. А это, оказывается, делают для того, чтобы на одностороннем движении, когда ты переходишь сначала, машина идет слева направо. И мы тоже так же призвали, взяли опыт тогдашний свой и применили. Многие школы в городе расположены рядом с проезжей частью, и главная задача, причем не только учителей, но и родителей, научить детей соблюдать правила дорожного движения с самых малых лет. На одной из главных улиц города располагается и эта 5-я школа. Большой поток машин, особенно в утренний час пик, здесь постоянное явление. У нас в классе был случай, несчастный случай. Ребенок в неположенном месте перешел дорогу, получил травмы. Машина сбила ребенка, но водитель добропорядочно оказался, хотя он и избил ребенка, он отвез его в больницу. Травмы были не очень сложные, но детям это послужило хорошим примером. Для школьников провели также викторину на знание правил дорожного движения, а дети, в свою очередь, написали родителям письма с призывом соблюдать правила на дорогах. Я написал папе письмо, чтобы он соблюдал дорожные знаки. Я хочу, чтобы мой папа перед дорогой пристегнулся, соблюдал дорожные знаки и правила, и чтобы он по дороге себя берег. А ты сам соблюдаешь правила? Шамиль Ильясов письмо написал своему папе. В своем обращении школьник просит отца больше не нарушать и не подавать плохой пример ему. Мой папа, когда едет на работу, часто разговаривает по телефону. И я написал ему письмо, чтобы он не разговаривал за рулем. Организатор, в свою очередь, тоже обращается к родителям с просьбой сопровождать детей в школу и обратно. Ведь на дороге ребенка может подстерегать опасность. Только за текущий год в республике зафиксировано несколько десятков ДТП с участием детей. 20 человек, у которых 20 несовершеннолетних погибло, и 20 получили ранения различной степени тяжести. Основные нарушения правил дорожного движения это является езда на проезжей части, управлением велосипедом на проезжей части и переход проезжей части в зоне отсутствия пешеходного перехода, то есть на половину месте. Урок показал, к новому учебному году школьники полностью готовы. Полезные советы получили, правила еще раз повторили и даже готовы сами их напоминать родителям. Руслан Албогачиев, Магомед Дидигов, Новости 24.